Вон там появился просвет. И там уже знакомые места мне. Здесь, в принципе, уже путь полегче. Деревья хорошие. А птиц так и не было. Вот. Сейчас уже близко будет там вырубка. Вдоль выруба побродим. После этого уже буду думать, что дальше, куда идти. Самое главное, дошли до сюда, до этой дороги. Первый и последний раз здесь я прошел. Один плюс в этой средней: зачесы как делали, так и остались. В принципе, я не терялся. Все, шел именно по просеке. Бывают средние уже именно в ельнике, если елки, они быстро сваливаются и моментально теряешь. А здесь просто вот это плюс. А в остальном, там на открытом месте, когда я шел, думал, все капец. Там, короче, мох замерз. Очень трудно шагать. Вон затесы. Вон оттуда идут. Вот еще. Зимой тут ходили, видно. Очень высоко затесы сделаны. По снегу. Так что отвели тут делянку. Рано или поздно будут вырубать. Минус один уголок, где можно охотиться. И так каждый год. Бесконечные вырубки. Уже я не знаю, когда закончатся эти вырубки. Просто одни болота остались. Все уже вырубили. Долгожданный выруб. Наконец-то здесь идти хоть легче будет. Еще тут побродим. Ветер поднимается сильный. Побродим, походим. Если ничего не будет, то уже буду направляться в сторону фотоловушек. Заберу обе фотоловушки. Я оставил 2 фотоловушки. Вот это надо все забрать. И все. Этот угол можно забыть. Туланговато начал лаять. Ну так себе лает. Опять, наверное, чувствует что-то, а может птица давно улетела. Ну, это по пути сейчас схожу. Вот. За полдня вот первый лай такой. Во рту вообще пересохло. Вот это я сейчас шел. Ну нафиг эту просеку среднюю. Что-то перестал вообще. Я лично не слышал звук крыла. Где-то он тут собака. Че он кого-то ломает? Слышите, тулан лает. Это рябчика лает. Здесь 3 штуки. Вон, смотрите, сколько уже прошли. Здесь вот 3 рябчиков подняли мы. Сперва я одного видел. Взлетел, потом полетел куда-то вот сюда сел. На землю. За ними еще 2 штуки поднялись на деревья под выстрел. Блин, потом собака начала лаять, я улетел. А вот отсюда рябчика я не видел, чтобы он взлетал. Понимаете? Я уж тихо подходил там, не спеша. Ну, видать он, пока я отвлекся этими, которые сидели на деревьях, это тоже, наверное, взлетел. Вот сюда он садился. Нету.
Одну фотоложку забрал, все. Не, я туда идти не стану, это я 100% знаю, что рябчик. Фотоловушку там, в общем, никого нету, кроме нас с Туланом. 4 кадра таких. Как мы ставили ловушку, потом Тулан подходил, потом еще Тулан и я. И все. Вот так. Идем дальше. По таким хорошим местам хожу. Блин. Ну вот видите. Старые вырубки дороги. Местами куски, еще остатки хорошего тайги. Где раньше много было дичи. Вот именно проверяю те места, где обычно они есть. Где обычно они были. Задолбал. Лает и лает. Вот так, если не знаешь, будешь подходить, думаешь, там глухарь или еще кто. А там обычный рябчик был. Ну и пускай лает. Придет, надоест, придет. Первую белку увидел. Вон он. Вообще не спелая еще. Рыжая. Так что синева есть, но в общем лапки все еще капец. И хвост еще не такой пушистый. Сидит там. Тулан пока не вернулся. Я уже очень много прошел. Куда-то он пропастился. Долго лаял там. Догонит, надеюсь. Чувствует, но не видит. А я увидел. Ребята. Вон на суку лежит. На сосне. Он на сосне. Балдеет, честное слово. На сучьях просто лежит. Это за сегодня вторая белка. Вон он. Не знаю, камера передаст или нет. Прям по центру. Первый нижний сучок на сосне. Догнал бездельник. Сейчас уже мы прошли нормально тоже. Уф, все, я начал уставать. Жестко начал уставать. И нам идти еще очень-очень много. Сегодня что-то я перебор, большой маршрут взял. До темна надо успеть. Фу. Сейчас где-то надо привал сделать. Нормальный вот валежник найду. Сядем, пообедаем. Начал я, но аппетит появился, даже я проголодался. Хоть залаял. Вон он, блядь, лежит, капец. Может, спит там он. Просто лежит. На сучьях. В прошлом году такая картина тоже видел. На суку лежат. Пошли вон нам. Конна. Вот сейчас на белку смотрит. Нюхом чувствует. Да неинтересно нам белка, понимаешь? Нет, пошли. Пошли мы нам. Пошли. Вперед. Что ла? Лак мы нам. Пошли, лак. Нашел место, куда можно установить камеру. Тулан, уйди. Вон, сегодня здесь я стол буду накрывать. Вон. Вот куда-то. Вот куда. Лапы все сиреневого цвета. Черники много, блин. Так, сейчас, конечно же, в первую очередь ему дам.
Как подумаю, сколько еще идти, реально очень много. Мон, останься, Мон. Так, говядина с гречей. Вот. От подписчика. Очередной вкусняшка от подписчика. Все, уйдет. Потом здесь, чтобы не чавкал. Еще чуть позже дам ему хлеб. Всему мера. Всему мера. Ну что, попробуем. Как и вчера, гречка. Как вчера с сосисками была, сегодня говядина. Немножко уже тут приправа есть. А так вкусно. Так выглядит. Остыла. Шляпень. Упала. Мяса много. Написано говядина, не знаю. Темного цвета тоже. Мясо дофига. Шматки такие. Раз был лед, наконец-то лужу нашли. Хоть собака напьется. В лес уходим, луж нету. Лед толстый уже. Сантиметров 2,5-3. Шли туда лапы в стернике. — 300 метров. Ровно 300 метров. Примерно такой путь. Старая вырубка и сырое место. В общем, березняк вышел. С этим, с травой. Значит, так пробираюсь. Другого пути я не вижу. Самый кратчайший путь. Там уже потом будет хорошо идти. Самое главное вот это проскочить. О. Вот после вырубки что растет? Это береза. Потом уже начинает нормальный лес выходить. Вот елка-палка, блин. Вот так идем потихоньку. План лает, блин. Достал уже в совсем противоположном направлении. Походу белку тоже. Да. Мне надо туда идти. Он нашел куда-то, он ушел и придет. Я туда возвращаться и не собираюсь. Во-первых, это очень далеко. Во-вторых, вообще ужасный путь. Туда километр, сюда километр. Потом у меня сил не хватит до избы добраться. Нет, парень, догоняй. Что за фигня? Это скрип. До этого что было? И так он... Какой-то странный звук. Ой, блин. Не знаю. Тайга так скрипит. Всяк разным голосом.
Вот неугомонный, лает. Перекур небольшой. Идти, в принципе, нормально. Но вот этот тулан. Тулан давно уже я его не вижу. Больше часа, наверное. Где-то лаял. И все. После этого, ну, где-то слышно лай. Довольно долго он лаял. Потом перестал, думаю, он догонит. Прошел уже сколько? Не знаю. Еще полчаса пойду. Если не догонит, буду уже тревожиться, что куда-то он не туда пошел, что ли. Скажите, что собака не должна там теряться ли еще. Ну, если вдруг след потеряет мой. Ладно, посижу. Заодно отдохну. Ребят, еще рябчика. Куда-то упал. Не могу найти. Вроде и на елке сидел. Как не пойму. Смертельная рана у него должна быть. О, тулан появился. Тула! Наконец-то я тебя потерял. Давай ищи. Лок валы. Лок валы. Вот это ты пропадал. Я думал, ты в избушку придешь. Давай ищи, где-то рябчик тут. Где-то рябчик должен быть, ребят. Никак не могу найти. Не понял. Или на сосне он сидел. Что-то совсем я... А вот он. Ё-моё. Вон он, ребят. Вот он. Вот он. Сейчас расскажу, как все было. Вон он, самец. Хорошо, что собака рядом не было. Только что вернулся тулан. Так, а дело было как? В общем, я шел. В основном смотрел, иду и оглядываюсь, тулан догоняет или нет. Вот реально больше часа я его не видел. Наконец-то он пришел. Вот. И, в общем, иду, оглядываюсь и в общем, услышал звук крыла. Ух, как хорошо, что тулан пришел. Но я уже думал, придется искать его потом завтра. Сегодня бы я туда обратно не пошел. Ну нафиг, я так устал уже. А нам еще топать. Еще болото нам переходить, ё-моё. Вот, ладно. В общем, звук крыла услышал. Не до камеры. Свистанул. И подлетел вообще в упор. Какая может быть камера, там бывает, я достаю и еще одеваю, потом уже начинаю там стрелять. Потом он отлетел, на мушке его держу, он ходит, бегает туда-сюда. Потом один раз выстрелил, он, короче, как сказать, я ему не попал, он перелетел недалеко. Тоже не пуганно как-то птица. Потом опять я его не вижу, потом он за деревом, потом я увидел его. И точный выстрел. Нет, обманываю. Он с этого дерева опять перелетел на следующее дерево. И тогда уже я попал. Господь тулан. Господь. Еннечки. Туланы стоят. Биджедле. Все. Хвати. Потом вид испортил. Видишь, какая красивая. Ну-ка, дугды.
Он любит там перья потом выщипывает. Что за привычка? Ну? Звериная привычка. Ну? Выщипывает. Ну? Вот с того дерева он перелетел недалеко. И четко я видел его. Не спеша на рогатину поставил ружье. И выстрелил. И попал. Вторым патроном. Ну, наконец-то хоть. Целый день, вот считай, целый день шел я к этой птице. Ужас, вот это да. Сколько километров? Да, и это сегодня, получается, второй выстрел. Первого я промазал возле реки. Вообще в упор был птица. Сейчас первый раз я промахнулся, думаю, что у меня с оптикой или что там. Второй раз уже смотрел, чтобы решетка, прицельная сетка, чтобы ровно стояла. И чуть-чуть наклоном уже пуля по-другому летит. Толан, ты где был? Бездельник. Вот. Ну, примерно так. Вот такая охота. Сейчас дальше будем идти. Уже недалеко осталось до фотоловушки. Фотоловушку заберем. И снова путь. Такой лес хороший. Сосновый. Сорный лес. Где ты был? Я тебя потерял. Кого лаял там? Уже смотри, солнце садится. Ну, давай, любуем сейчас. Давай. Хорошо, что не пришлось завтра искать. Уйди, все, хватит. Вот так вот. На больше я не рассчитываю уже. Рябчик радует, и то хорошо. Получается, за эту охоту вот 4-й день мы здесь. 3-й рябчик. Вот и все. Завтра посмотрим, может еще буду охотиться. Этого убираем в рюкзак. Ноша легкая, и у меня бывает там по 2-3 глухаря таскаем. В этом году 1 рябчик за целый день. Ужас. Ой, ничего не поделаешь, скажи. Ой, хорошо, что ты вернулся. Сейчас патрон поменяю. СК стреляю. Патрон СК последняя пачка осталась. На будущий год еще осталась 1 пачка. Вон. И СК стандарт. Лапуа или что это? Или если не путаю. Но импортный патрон еще. Сейчас поеду в Сыктывкар, куплю еще экспансивный охотник 410. Очень хочется попробовать. Я еще не стрелял из этого патрона. Сейчас сел и не хочется даже вставать. Надо идти. Никуда не денешься. Безоблачно. И сильный ветер. Местами ветер стихает, но вечером все равно стихнет. Кругом черники, море. Прям везде черника. Брусники наелся, черники, море. Все есть. Только птицы нету. Я думал, что вижу брусника. О, здесь кислятина. Болотистое место, наверное, из-за этого. Думал, что черники много и птицы много будет. Не угадал. 100% не угадал. 16 часов 16 минут. Вот. Так. 11 октября. Солнце уже село за горизонт. Но я примерно рассчитывал, что дойду до избы в это время. И я, ребят, уже возле избы. Чуть-чуть уже осталось. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Тулан лаял где-то. Остался за рекой. Не знаю. Здесь он рядом. Не заблудится. Лодку увидит, придет. Да. Вон изба, ребят.
Наконец-то. Самое главное, до темна успел. А все остальная ерунда. Ерунда — это усталость. Отдохнем. Завтра с новыми силами снова можно сходить куда-то. А сегодня все. Я не знаю. Может, километров 10 еще пройду с перекурами, но, если честно, устал. 4 часа. 7 часов вышли. 7 часов. Вон до сих пор еще лает кого-то. Придет. Придет. Все. Сейчас я раскалю вот эти дрова. Сюда сложу. Вот сюда. Это, как сказать, на земле лежат они сыроватые. Они, печка погасла. Ну, понятное дело, за целый день. Запах деготи, вот оттуда ветер. Уф. Сегодня немножко затянуло облаками. Сейчас вот та сторона, запад, вообще в облаках. Как же хорошо, что снова мы на избе. Не пришлось ночевать где-то под елками или еще. У некоторых фантазий тоже хватает, как сказать, видео. Ну, чтобы я заснял там под елками ночевать. Ой, знали бы, что такое под елкой ночевать. Это мучение. Тем более сейчас, вот если осенью, только если по нужде, скажем, просто безвыходное положение, что-то случилось или же еще по какой-то причине, вот, ты просто не дойдешь физически до избы. Вот тогда, может быть, да и не может быть, а придется уже ночевать под елкой. Но это не ночевка, это просто вот ты просто... Я лично по себе могу сказать то, что вот я там возле костра не буду спать. Я не засну. Во-первых, все время надо смотреть на огонь, чтобы не погасло. Во-вторых, от огня жар идет жарко, прям горит все. А с тыльной стороны, вот где спина, скажем, там уже все ледяное. И не надо писать мне комментарии, что не может быть так, что неправда или еще. Ну, вы просто переночуйте один раз осенью или хотя бы зимой. Ну, тогда поймете. Пускай показывают там. Я нисколечко, как сказать, не завидую таким форматом видео. Мне это не надо и не буду я это снимать. Я одному человеку только поверил по видео, одному человеку. Это Абвгад. Есть канал такой, Абвгад. Он пришел. Перешел речку. Молодец. Нам он отдыхать. Сейчас будет там брызгать. Уже, как сказать, сразу прихватило его. Обледенело. А сейчас он говорит, сразу лед образовался на спине. И вот Абвгад действительно он показал реальность того, что как переночевать у костра и последствия после ночевки у костра. Сейчас будку ляжет и, как сказать, себя нагреет, согреет, а я его в избу не буду впускать. Сразу вот лед образовался, видите. Потому что на улице прохладно. У него слой такой вот. Все равно под у них шерсть такой вот с этим жирный жир. Выделение жира идет все равно как-то есть под шерстяной
слой жира есть у них, защита у них конкретная. Он не замерзнет. И воду отталкивает это все. Вот. Сейчас оближет все это дело, он сухой станет. И он сам перешел речку. Я и не ждал его, где-то он лает, хрен пойми где. Придет. Сегодня раз не заблудился, значит все нормально. Потому что там очень-очень, где-то 1,5 часа он в стороне от меня ходил. Ветер там, и там я петлял даже в одном месте. Поэтому думал, запутается в моих следах. Ну все, нормально получилось, пришел. Вот. И вот про Абгада я об этом уже говорил. Может на стриме в прямом эфире или еще где-то. И вот это действительно Абгад там показал, как он ночевал возле, как сказать, костра. Он чумазый на утро, чумазый, копоти, он настоящее показал. А те, что вот, скажем, ночуют, и у них лицо такое свежее, это, блядь, такой бред показывает. Такая, вот все люди верят таким видео. Это же все подстанова, понимаете? Все это подстанова. Я в эти видео даже и вообще не верю. А Абгад действительно он показал, он чумазый проснулся. И после этого видео он даже заболел горло. Он простыл, просто простыл. Я это понимаю. Потому что я прекрасно знаю, что такое возле костра отдыхать, спать. На охоте я спал тоже. В основном весной на уток охотился. Ну, вперед, мунасче. И, как сказать, в основном вытряхнется. Все, сухой он уже. Возле отдыхал, ночевал я у костра весной. Весной и то прохладно. И очень много пришлось еще у костра, как сказать, ночевать в армии. Это мне на всю жизнь это запомнилось, и я это прекрасно знаю. Вот. Просто вот были комментарии, вот я на такие комментарии дал ответ. Может, кто писал, услышал от меня ответ на свой вопрос. Насчет видео про ночевку у костра под елкой. Сегодня я в избе еще буду ночевать, самое главное. Вот она, родимая избушка. Сейчас затопим печку. Что-нибудь приготовим. Сегодня я яичницу, омлет, омлет что-то с молоком. Яйцо с молоком приготовлю. И еще рыбу, там у меня рыбу пожарим. Рыба, икра. Жалко, вот много не успел там порыбачить. Озеро закрылось. А то, что вот река здесь таежная, и рыбачить мне вообще интереса тут рыбачить нету. Интерес я вообще потерял к этой реке. Сколько не рыбачь, там все равно хариус, там 1-2 за рыбалку, это мне не интересно. Вот. Во что-то захотелось поболтать. И болтаю. Так устал, что лень даже встать. 8 часов пути, наверное, получилось. Путь был тяжелый сегодня. Путь был тяжелый. Ходили по ельнику, потом по болотистым местам, по вырубкам, по дорогам. И это достаточно мне хватило сегодня. Очень тяжелый путь был. Все гудит, ноги гудят вот так. Все гудит. Прям напряжение такое. Самое сложное сегодня было, вот самое сложное, не то, что вот ты через валежники, вот через вот ельник я иду через валежники, там, под валежником, всяко разными такие вот гимнастику такую получаешь по ходе.
А именно получил я тяжелый момент, это когда по болотистому месту я шел, где-то на вот это место, где-то 1,5 километра, наверное, было участок. Открытое место. Я представляю, что если по полной открытому болоту сейчас вообще ты просто умрешь там. Почему я это так говорю? Потому что мох, вот он высокий. В таких местах он высокий мох. И этот мох практически он замерз, но не полностью замерз. Человека не выдерживает, а вот ты ломаешь этот мох, и он, блядь, прям притормаживает тебя. Вот тяжело идти еще. Вот это путь мне сегодня запомнилось. И я туда больше никогда не пойду. Ну, чисто ради охоты на боровую птицу я туда не пойду. Потому что я там присмотрел все, ознакомился с этим местом. Все, сейчас я это место запомнил, и я понял, что там делать нечего. Буду искать другие варианты, другие места. И в этом сезоне вот я уже буду закругляться, завязывать с этой охотой на глухаря. Если завтра пойду, уже пойду на рябчика. А с туланом уже, думаю, толку нету ходить. Потому что, блядь, целый день, с утра до вечера, вот солнце встало, мы вышли, и солнце село, мы зашли, вот зайдем сейчас в избу. Ни одного глухаря нету, понимаете, и вообще ноль. Где-то в одном месте только звук крыла у кополухи слышал. Вот такие дела. Вот сегодняшний день я и перерассказываю. Сперва показал, потом перерассказываю. Бывало там, это второй год, так, ну, за всю охоту это второй сезон такой. Чтобы вот так. Дичи не было, и в этом году совсем нету. Совсем беда. Не, просто реально птица куда-то ушла. И думаю, не погибла, и потому что я трупов не видел. Бывает, там встречаешь, легко можно встретить. Просто идешь, и попадаешь, там рябчик лежит или же белка. Ну, а сегодня две белки еще видел. Да. Несколько рябчиков. В одном месте 3, 4 получается. 4. Пятый добыл, 5-го. 5 рябчиков. Все. 5 рябчиков видел. Ладно. Поболтал сейчас. Буду заготавливать дрова. Приготовлю ужин и уже за столом включусь еще, может. Такие делишки. Капец. Вот это сегодня марш-бросок мы дали. Нормально. Ой, бля. Ой-ой-ой. Спина. Тулами сейчас я тебя накормлю, кашу с молоком будешь. Ням-ням. Такс. Всегда у меня приоткрытая дверь. Вот сегодня чуть-чуть подостыла изба. Сегодня подостыла, потому что все, ну, как сказать, печка, этот, перчатка один раздену. Ледяной труба. Кирпичи, здесь тоже ледяные, печка. Можно сказать, вот одна стена вот чуть-чуть теплая. Тепленькая. Ну все, в общем, подостыла конкретно.
Готовлю ужин. В общем, здесь 4 яйца. Соли добавил. Тут у меня остатки колбасы. Вот это все пожарю на сковороде. Потом залью этот, так скажем, омлет. Большими кусками, наверное, или нет. Помельче вырезать. Картошка дофига привез, блин. Знал, что картошка не уйдет у меня. Ой. Сперва обжарю вот это дело. О. Лук добавлять не стану. Сейчас пускай жарится пока она. Молоко привез, но оно в основном у меня тулами с кашей, все время ему добавляю. Пить хочется капец. Чай еще не закипел. Холодное молоко тоже нельзя. Молоко хочется. Ну, давайте. Холодный. О, сразу зажурчал там. Я омлет делаю. Съем. И потом уже пожарю рыбу. Сегодня, наверное, еще пожарю. Сейчас он мерзлый, там на улице был. Вот и все. Вот такой ужин будет. Так. Все, наверное, заливаю. Вот так вот. Сейчас крышкой я еще закрою. О, блин, как поплавок он вверх поднялся. Я думаю, снизу будет там. Вот как выглядит. Нормально. 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 Вот так вот. Все. На медленном огне. Пускай жарится. Не прошло и 10 минут, ребят. Бомба готова. Бомба готова к взлету. К взрыву. Вон она. Хорошечная такая. Смотрите, как желе. Ай, ням-ням-ням. Ай, ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Будем ням-ням-ням. И чайник уже. Ням-ням-ням. Ой, созревает чайник. Там я свежую заварку приготовил. Последнее вон. Выбросил пачку. Подготовил дрова вот здесь. Все под руками. Будем топить. Не надо на улицу выходить. Сразу встал, подкинул. И все. А ночью один раз стою. Как бы дровишки, чтобы подкинуть. Опачки. Чайник закипел. Так, включаем. Выключаем. 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 Убираем. Ужинаем. Ну что, ребят, зрители, подписчики, гости моего канала. В общем, вот такую бурду приготовил. Обжарил колбасу.
и молоко с яйцом. Получился вот такой, не знаю что. Будем пробовать. Надеюсь, будет вкусно. Надеюсь, понравится. А когда хочется есть, без разницы, лишь бы набить желудок. И все. Сейчас отужинаю и просто быстро-быстро я сейчас лягу и буду смотреть кино. Вот хорошо, что я закачал фильмы. Вчера смотрел вечером про корейские и японская мафия. В общем, режется там про наркотики тоже. Сегодня и вчера тоже начал смотреть фильм, но не закончил. Вот сегодня закончу это. Там, короче, подставили одного жестко. И интересно, чем это закончится. Там на кону 5 миллионов долларов, что-то там в этом роде. Вчера на кону было насчет наркотиков 30 миллионов долларов. Там, в общем, бешеные деньги. Вот. Ну что, яичница готова? Снизу румяна. Как вам это показать? Здесь видите? Вон он. Видите? Вкусняшка какая. Снизу румяная. Все четко. Два яйца осталось. Может, картошку пожарю, там тоже яйцо добавлю. Лук, картошка, 2 яйца, соль. И тоже вкусно получится. Картошка с яйцом тоже очень хорошо. В общем, не знаю, что буду готовить, что буду делать завтра. Ничего не могу заранее сказать. Вроде как пока без изменений погода. Как сегодня было, так же и сегодня ночью, наверное, заморозки будут. Так что заранее планировать я больше ничего не стану. Сегодня у меня вообще не запланированный поход такой получился. Хотел на Рябчиков сходить без собаки. Потом решил поискать глухаря. Не нашли. Ну ладно. Что будет завтра, уже буду завтра снимать. Сегодня буду заканчивать сегодняшний день. Спасибо вам за лайки, кто смотрит все серии. Ждите продолжения. Завтра посмотрим, что будет завтра. А сейчас я буду ужинать и отдыхать. Может, еще пожарю рыбу. Если пожарю, завтра увидите. И сейчас у меня что-то лампочка еще. Контакт. Опа. Все, пока. До завтра.